месяца начинается отчет исполнительной власти перед населением нашей республики. И по традиции у нас министерство отчитывается по своими подведомственными предприятиями. Сегодня мы здесь собрались наши коллеги, коммунальщики, энергетики, подведомственные предприятия Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас слово предоставляется отчету Дмитрию Дмитриевичу Садовнику, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые участники. Разрешите представить вам отчет об итогах совместной работы за 2018 год под руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Прошедший 2018 год, как вы знаете, ознаменовался крупными политическими событиями в стране и в республике. Это выборы президента Российской Федерации, это и масштабная выборная кампания в республике. В результате сентябрьских выборов произошли обновления законодательной и исполнительной ветвей власти республики. Существенные изменения коснулись непосредственно и самих органов исполнительной власти. Применительно к Министерству ЖКХ и энергетики, кроме кадровых изменений, часть функций формирования комфортной городской среды, благоустройства территорий передана созданному управлению архитектуры градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Что касается отраслевых событий в отчетном 2018 году, то приоритетно хотелось бы отметить самые значимые из них, которые относятся к прошедшему. Это в сфере электротеплоснабжения. Произошли два события. Это приключение крупнейшей котельной промкомплекс в городе Якутске от сетей акционерного общества «Теплоэнергия» магистральным сетям ЕГРЭС-2, входящую в центральную, западную, южную Якутскую энергорайон, и вхождение в центральную, западную, южную Якутскую энергорайонов, объединенную энергосистему Дальнего Востока. Эти мероприятия позволят обеспечить энергетическую безопасность потребителей города Якутска и центральных полуостров в случае технологических нарушений на ЕГРЭС-2, снабжение будет осуществляться посредством перетока Якутии. В водохозяйственном комплексе значимым событием, конечно же, надо отметить, что в столице республики стало завершение строительства водозаборных и водочистных сооружений города Якутска производительностью 110 тысяч кубометров в сутки. С реализацией данного проекта разрешены критические проблемы, связанные с ежегодным увеличением потребностей города в питьевой воде и обеспечением более трети населения республики качественной питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам. В области экологической безопасности 2018 год войдет в историю как начало мусорной реформы, с которой начался новый этап в сфере обращения с отходами в республике. Теперь твердые бытовые отходы из ряда жилищных услуг перешли в разряд коммунальных. По итогам конкурсов отборов определены региональные операторы в области обращения с твердым коммунальным отходом во всех 5 зонах деятельности на территории республики. Далее более подробно остановились на достижениях и на недочетах в работе по направлению, посвященным вопросам повышения надежности функционирования объектов, вопросам повышения качества предоставляемых услуг, вопросам повышения эффективности деятельности подведомственных отраслей. Также скажу о нерешенных задачах и планах работы на предстоящий год. В области повышения надежности функционирования объектов продолжена работа по обновлению генерирующих мощностей локальной энергетики. Построено, введено в работу 5 дизельных электростанций в поселке Сыгана, Абрийского Луса, Сибирь-Кобяйского, Орта-Балка, Айнеконского, Алекминского, Березовка-Среднеколымском районе. Достигнуто снижение показателей износов сетей электропередачи с 65% в 2017 году до 60% по итогам 2018 года. Это условие регулярного проведения ремонтных работ на линиях электропередач с переводом на СИП. На обновление и модернизацию объектов коммунального комплекса направлено 5,8 миллиардов рублей, в том числе частных инвестиций 3,8 рублей. Построено и реконструировано 22 котельных, что на уровне 2017 года. В рамках подготовки проведения 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия в Английском Улусе обновлены котельные центральные,
в селе Бетюнцы школа номер 1 в селе Амга. Проведена замена ветхих тепловых сетей общей протяженности 193 километра, что составляет 84% от общего количества ветхих сетей. Для сравнения, в 2017 году 120 километров было, что на 4,8% от общего количества. Благодаря указанным мероприятиям удалось снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры до 50%, уменьшить количество технологических нарушений в 2 раза по сравнению с 2017 годом. План поставок топливных ресурсов на выработку тепловой и электрической энергии в 2018 году составлял 1 миллион 435 тысяч тонн, в том числе 1 миллион 200 тысяч тонн угля, 117 тысяч тонн нефти, 36 тысяч тонн газоконденсата и 82 тысячи тонн дизельного топлива. По итогам 2018 года исполнение плана поставки составило 1 миллион 423 тысячи тонн, или это 99,1%. Из наибольшее отклонение от плановых объемов произошло по нефти, что объясняется наличием переходящих остатков. При этом навигационные поставки осуществляются в полном объеме, несмотря на существенное удорожание цены нефти привязанного к мировому уровню. В рамках реализации региональной системы капитального ремонта улучшены условия проживания 9 тысяч человек, отремонтировано 93 многоквартирных дома на сумму 360 миллионов рублей. В области повышения качества предоставляемых услуг достигнут исторический максимум по получению паспортов готовности по прохождению отопительного сезона 18-19 года. В количестве 25 единиц. За прошлые периоды максимум был достигнут в 2017 году, это в количестве 15 единиц. В 2018 году средний срок исполнения договоров по техпресу по электрическим сетям по городу Якутску достиг 48 дней. Составляет реализация ПАО «Якутсэнерго». Общий срок техприсоединения с учетом выполнения мероприятий заявителям составил 106 дней. В целевом модели поставлена задача сокращения сроков до 90 дней от момента подачи заявки до подписания акта техприсоединения. Здесь над чем работать, в этом плане будем стремиться и работать с энергетиками для улучшения этих показателей. В сельской местности продолжается подключение частного сектора, несмотря на мораторий, который у нас есть, вы об этом все прекрасно знаете, к централизованным источникам отопления. Так, в 2018 году к электроотоплению подключились 1627 абонентов, что на 14% больше уровня 2017 года. Общее количество абонентов, подключенных к электроотоплению на 1 января 2019 года составило 11 210. Кроме того, к котельным подключено 1432 дома, из наибольшее количество подключено в Чурапчинском, это 233 дома, Татинском 209, Амкинском 205, Усалданском 156, Верхоянском 140. Общее количество подключенных к котельным потребителей за последние 5 лет превысило 10 тысяч домов. На благоустройство частного индивидуального жилья от акционерного коммерческого банка у нас от Генбанка представлены льготные кредиты 81 семье. Всего за 3 года реализации программы кредитами воспользовались 408 семей. На основании анализа отчетности и стат-данных Министерством по итогам 2018 года прогнозируется достижение уровня жилищного фонда, обеспеченного отоплением, водоснабжением, канализацией в размере 55,3% от общей площади жилищного фонда. Говоря о качестве коммунальных услуг и инфраструктурных объектов в жилищном фонде, хочется отметить и улучшение общего вида дворовых территорий, общественных пространств в рамках приоритетного проекта формирования транспортной городской среды из федерального бюджета привлечено 200 миллионов рублей, реализованы проекты по благоустройству в городе Алдан, Ленск, Мирный, Нервный и Якутск. Всего благоустроено 86 объектов, в том числе 74 дворов, 11 общественных пространств и 1 парк. Объект бульвар Учителя в городе Якутске отмечен один из лучших проектов, разработанных в регионах Российской Федерации. Малые города также активно приняли участие в федеральном конкурсе проекта по созданию комфортной городской среды.
Проект воссоздания исторического парка «Спасское селение» города Алекминска выиграл грант в размере 30 миллионов рублей. Впервые в республике организовано рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства, в котором приняли участие 19% населения 5 городов, всего около 82 тысяч человек. В 2018 году в республиканской программе поддержки местных инициатив приняли участие практически все муниципальные образования. Победителям конкурса оказана государственная поддержка в размере 500 миллионов рублей. Из числа предприятий надо отметить акционерное общество «Нам Коммунтеплоэнерго», который по итогам конкурса федерального уровня стало победителем в конкурсе ежегодной общественной премии региона устойчивого развития с получением льготного кредита на финансирование проекта строительства локального КОС с производительностью 750 кубометров в сутки. В области повышения эффективности деятельности подведомственных министерств отраслей в электроэнергетике благодаря политике выравнивания энерготарифов достигнут максимальный темп роста производства энергии за последние 5 лет. Показатели года выросли на 5% к 2017 году. Всего произведено 9 миллиардов 728 миллионов киловатт-часов электроэнергии, в том числе возобновляемые энергоисточником 1,3 миллионов киловатт, что на 26% больше, чем в 2017 году. Рост производства и потребления электроэнергии произошел за счет развития производственного сектора экономики. Другим направлением повышения эффективности электроэнергетики является развитие возобновляемой энергетики в зоне действия дизельных электростанций Республики Саха-Якутия. В 2018 году начата реализация проекта строительства дизельного комплекса мощностью 3,9 мегаватт в поселке Тикси Булунского района с привлечением японских компаний. В коммунальном комплексе пересмотрены стратегии развития крупнейших предприятий отрасли с учетом новых задач. Это относится к государственному этапному предприятию ЖКХ Республики Саха-Якутия, акционерному обществу «Водоканал», в частности, ГУП ЖКХ. В целях повышения эффективности деятельности правительства республики планируется осуществление структурных преобразований предприятий, установлены ключевые показатели эффективности для управленческого персонала. Окончательный вариант преобразования должен быть внесен на рассмотрение до апреля 2019 года. В отношении обеих предприятий разработаны инвестпрограммы и проекты стратегии развития, которые должны быть утверждены соответствующим уровнем в ближайшее время. Отличительной особенностью подхода к повышению эффективности деятельности является строгое соответствие планируемым мероприятиям расходов, источникам финансирования, как вложений и других расходов, а также переход без учетного нормированного производства и потребления на приборный учет, обязательное планирование мероприятий по оснащению объектов проведения энергоэффективных мероприятий. В течение 2018 года заключено 17 новых энергосервисных контрактов в отношении 52 объектов бюджетной сферы. Всего в республике действует 158 энергосервисных контрактов с 17 организациями в отношении 294 объектов. Энергосервисными компаниями вложено средств 1 миллиард 178 миллионов, фактически экономия составила 1 миллиард 750 миллионов рублей. В 2018 году принят комплексный план по внедрению механизма комплексного энергосбережения Республики Саха-Якутия, что позволит реализовать энергосберегающие мероприятия по принципу потребителей сети федерации и централизацию приборного учета коммунальных ресурсов в 2019 году. При предоставлении субсидий организации коммунального комплекса на межтарифную разницу совокупность принятых мер в 2018 году позволила получить более детальную, прозрачную картину в расчетах госбюджета с ресурсоснабжающими организациями. Так, в 2018 году изменен порядок предоставления субсидий организациям коммунального комплекса, в частности, дальнейшее расширение возможностей региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Дом онлайн». В прошедшем году впервые «Дом онлайн» реализован функционал расчета субсидий ОВК на главное начисление гражданам платежей за коммунальные услуги в разрезе лицевых счетов. В рамках концепции единого окна оптимизированы функции территориальных служб, адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 4 УЛУСах. Работа с гражданами передана
Государственное автономное учреждение МФЦ высвободившиеся ресурсы Мужского агентства субсидий направлены на усиление работы с юридическими лицами. В целях повышения эффективности использования средств на капитальный ремонт в многоквартирных домах снято ограничение по заимствованию средств фонда между муниципальными образованиями республики. В результате принятых мер по повышению собираемости взносов на капремонт показатель сбора увеличился с 75% до 87%. Собрано порядка 557 миллионов рублей. Также по итогам работы по актуализации региональной программы из нее исключено 2682 многоквартирных дома, в которых капитальный ремонт экономически нецелесообразен. Вместе с тем, наряду с достижениями и успехами, необходимо обозначить, конечно, проблемные вопросы, которые удалось решить в течение планового периода. Такие, как в целом, если перечень коснуться, это такие проблемы, как не состоялась консолидация энергоактивов путем внесения госимущества в основной капитал ПАО «Якутсэнерго», не определена единая теплосетевая организация в городе Якутске, не получена компенсация из федерального бюджета на удорожание нефти из роста биржевых цен, не освоены средства из федерального резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ после паводка. Также сохраняется дефицит средств госбюджета, не позволяющий полностью рассчитаться субсидиями ОКК по дебиторской задолженности бюджетных учреждений. Растет дебиторская задолженность населения и управляющих организаций за потребленные услуги. Несбалансированная региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов имеет существенный дефицит средств на ее исполнение. Что касается планируемых ремонтов, они заключаются в следующем. Это в электроэнергетике. Первое. Определение источников финансирования ВЛ 220 киловатт медный сунтар Нюрба. Третий четверной комплекс для потребления Вилюйской группы РУСов. И определение источников финансирования строительства ВЛ 110 Сулгача МГА для потребителей заречной группы РУСов. Продолжение реализации по внедрению и расширению возобновляемых источников энергии. Третье. Продолжение работы с федеральными органами власти по вопросам реализации программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха-Якутия в целях обеспечения энергетической безопасности населения изолированных северных и арктических районов республики. Коммунальные комплексы. Первое. В 2019 году планируется строительство и реконструкция 55 котельных, в том числе перевод 14 котельных на газовое топливо, из них горных 9, Мегино-Канзаловских 5. В городе Якутске в рамках планированной застройки южной части города, это Заложный район и автодорожного округа, планируется привлечение инвестиций на обновление коммунальной инфраструктуры. Это водовозел номер 5, канализационный коллектор номер 3, модернизация инженерных сетей, акционерного общества «Теплоэнергия» в рамках заключения соглашения с кредитными организациями. Второе. Будет разработано и положено начало реализации региональной программы «Чистая вода» с привлечением средств федерального бюджета, государственный бюджет Республики Саха-Якутия, внебюджетных средств, целевая задача которых – это увеличить долю населения Республики Саха-Якутия, обеспеченного качественной питьевой водой и систем централизованного водоснабжения в 2024 году до 75%. Общий объем инвестиций должен составить 9,6 миллиардов рублей. Третье. В 2019 году будет обеспечено начало строительства и реконструкции водоочистных станций в Вилюйской группе района с привлечением средств акционерной компании «Алроса». Также планируется модернизация системы реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Нерюнгри. Четвертое. В 2019 году будет обеспечено начало строительства и реконструкции не менее 3 канализационно-очистных сооружений. Это в селе Табага города Якутска, в селе Намцы и в городе Нюрба. Пятое. Планируется ввод и эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в городе Якутске, сортировочной станции твердых коммунальных отходов в поселке Нижний Гостях, Мегино-Канзаловского округа. Разработка проектной сметы и документации не менее 5 полигонов размещения твердых коммунальных отходов на территории Саха-Якутии. В области энергосбережения и расчета коммунальных услуг. Первое. Надо обеспечить вывод данных приборов учета государственных бюджетных учреждений автоматизированной системы технического и коммерческого учета.
Второе, централизовали расчет за коммунальные услуги и бюджетные цели на муниципальном уровне. Третье, поставлена задача реализации комплексного энергосбережения по принципу потребитель сети генерации Республики Саха-Якутия, разработать механизм внедрения энергосервиса в жилищном фонде и обеспечить популяризацию энергосберегающего образа жизни среди населения. Четвертое, увеличение прозрачности начисления платы за ЖКУ и иные услуги, обеспечение удобства оплаты в едином окне и возможность личного контроля населения начисления поставщиками услуг. И в 2019 году планируется создание единого информационного расчетного центра. Пятое. В капитальном ремонте многоквартирных домов с 2019 года планируется обеспечить синхронизацию региональной программы капитального ремонта с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также усиление взаимодействия с органами местного самоуправления для повышения качества актуализации региональных программ и качества ремонтных программ. В плане информационной и имиджевой политики в круизных отраслях планируется продолжение мероприятий, ставших традиционными, фестиваля энергосбережения вместе, ярче, акции «Грамотный потребитель», услуг ЖКХ и мероприятия, которые связаны с годом консолидации, объявленным нашим руководителем региона Алексеем Сергеевичем Николаевым. Из новых направлений хочу отметить проведение в ноябре 2018 года среди подведомственных учреждений предприятий министерства, также энергосервисной компании КВИЗ игру энергосбережения. Первым победителем которого стала ООО «Энергосберегающие технологии». По итогам федерального тура «Медиатек» в 2018 году интерактивная книга-игра «Тайна хранителя» и «Потерянная электричество» компании «Пауэр и Кусменко» заняла второе место в номинации «Безопасная энергия». В 2019 году, в марте месяце, прошу активно участвовать в проекте «Гордость Якутии», где в номинации «Работник ЖКХ» будет чествоваться победитель народной премии из числа работников отрасли ЖКХ в республике нашей. В планах, конечно же, продвижения такого бренда, как якутский коммунальщик. В целом надо стремиться к тому, чтобы наша отрасль населением понималась, руководством поддерживалось. И, конечно же, мы также эти доверия не подводили своей работе. Доклад на этом окончен. Благодарю за внимание. Спасибо. Так, спасибо. Так, уважаемые коллеги, есть вопросы? Пожалуйста, Степан Евгеньевич. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня три вопроса. Да, во-первых, мы четко ли понимаем, по каким федеральным программам будем работать или работаем? Это один вопрос. Второй вопрос. В слайде было написано, что создание единого информационно-расчетного центра. Мне кажется, создавать надо единый информационный центр, а не расчетный. Недавно мы общественном общественном совете Министерства ЖКХ обсуждали, хотелось бы в этой части понимания. И в-третьих, все-таки программа наша Дом онлайн, я считаю, что будет хорошо работать, если мы сопровождение этого БАЦа заберем. Когда БАЦ будет наша программа, и мы будем сами сопровождать эту программу. Спасибо. Да, Степан Ильич, спасибо за вопрос. В части федеральных программ, касаемо вашей деятельности, это, конечно же, чистая вода. Оно у нас пока методику и какой-то будет федеральный центр нам не спустил, а планирует в марте, в начале апреля. При этом 1 сентября мы должны в федеральный центр предоставить нашу региональную программу. В этом плане уже мы начинаем работать в рамках поручения главы по Вилюйской группе УЛУСов. И чтобы, если это возможно, то в целом, конечно же, надо садить всю республику в рамках поручения главы. Это все районные центры республики,
по реализации этой программы на территории Республики Саха-Якутия. Между тем, кроме этого, те программы, которых у нас должны финансироваться от федеральных структур, конечно же, мы должны это понимать, и если мы участвовали, то продолжить эту работу, но в частности мы пока ожидаем по воде, как говорится, на низком старте, и, конечно же, по программе развития Дальнего Востока по линии твердых коммунальных отходов. И в этом плане тоже, как говорится, с региональными операторами мы должны провести такую работу совместно с вами, чтобы эта работа была выполнена. Часть единого расчетного центра, я считаю, что это, ну, время, когда место есть, да, тому, чтобы обсудить и выслушать друг друга, чтобы окончательно здесь выработать путь решения. Я скажу, что пока мы, как говорится, задали тем, чтобы вы это выслушали и обсуждали в кулуарах и в структурах, но пока, учитывая, что есть разночтение и непонимание со стороны, скажем, тех же финансовых структур нашего правительства, мы должны на самом деле единый расчетный центр создавать и показывать максимальную прозрачность освоения тех же субсидий, платежей населения, для того, чтобы наша отрасль стояла твердо на ногах. В части Дом онлайн мы ваши замечания, Степан Евгеньевич, услышали, будем работать. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Нет вопросов? Да, пожалуйста, выступление есть от представителей всех предприятий, Владимир Александрович, и журналистов и так далее. Ну тогда есть предложение принять, да, уважаемые? Отчет, есть отчет, поэтому мы должны принять. Так? Да. Оценка не ставится. Это раньше ставили оценку. Уважаемые коллеги, да, спасибо, что выслушали. На самом деле, конечно, отчет этот, совместная большая работа всех у нас здесь сидящих, тех людей, которые у нас сейчас на смене, на дежурстве работают. И надо отметить, что предыдущее руководство министерства, они все выполняли свои обязательства по своей силе, и я это чувствую. Здесь становится более, как говорится, видно, что работа эта велась системно. И сегодня, я думаю, что та команда, которая собралась в министерстве, здесь есть сплав, скажем, возраста и молодости, сплав мудрости и энергии. Я думаю, что совместно с вами мы нашу отрасль будем стабильно держать твердо на ногах. И, конечно же, я выше отметил, что мы должны своей работой гордиться. Поэтому я и говорю, что бренд якутского коммунальщика, он должен быть развит, чтобы люди по всей стране учились у нас и нашей работой делились у нас опытом, а не мы у них, поскольку мы работаем в таком сложном участке, как север, арктическая зона. Поэтому я вас всех благодарю как руководителей. Прошу слова благодарности мои довести до всех своих сотрудников, потому что все зависит от каждого, кто работает в отрасли. Конечно, недочеты, которые у нас есть, я отметил, в отрасли они всегда есть, иначе не будет движения. Я думаю, что совместно мы работой, которые консолидируем в эти годы, будем делать широкие шаги, чтобы наше население не испытывало неудобства в части ЖКХ и энергетики. Спасибо. Так, спасибо.